Всем большой привет из Коми. В общем, ребят, собрался я на болото, шалаш с ночевкой. Весенняя охота на уток. Не знаю, что-то прогноз совсем неутешительный. Вообще не стреляют, не слышно. И перелетов я еще практически не видел. Чтобы вот, скажем, какая-то стая уток пролетела. Тишина. Но все равно давайте сходим. Своими глазами посмотрим ситуацию, как там. Послушаем звук природы. Кулики там на болоте, очень много их. Ну и как все будет происходить, буду снимать. Сегодня, если не ошибаюсь, 7 мая. У нас открытие уже было 5 мая. Ну хоть разок. Давайте сходим. Все, погнали. Вон там утки, 5 штук. Прям на меня летят. А, связи. Там шалаш. Охотника, видать, нету. На посадку идут. Кружат. Сядут. Осторожные. Опять на круг пошли. Что-то не понравилось им. Не знаю, ребят, камера передаст или нет, экшн камера. Вот опять в мою сторону летят. Вот. Связи. Вон. Сейчас поближе уже. До сих пор еще кружат. Ну вот, ребят, появился шалаш наконец-то. Долгожданный. Шел столько. А что-то воды вообще не знаю. Раз пришли уже до утра, все равно просидим тут. Но я смотрю, тут делать нечего. Кроме этих 5 связей больше никого не видел. Возле шалаша, похоже, кто-то сидит. Может, какая-то птица, не утка. А может и утка. Вот. Кулики. Совсем мало их тут птиц в этом году. Минимум. Ну вот, добрался. Челом здоров, шалаш. Давно не виделись. Вот. Вот такая поляна, ребят. Которая высохла тоже уже. Все. Снег растаял раньше времени. Охота открылась и... Ну ничего не поделаешь. Что получилось, получилось. Шалаш. Тут уже птиц очень много сидело, видно. Никого не было из людей. Ладно, сейчас поставлю несколько чучел там. И буду сидеть. Да, все высохло, блин. Обычно сюда приходишь, еще снег во время охоты. Под водой все во льду. И море, очень много воды. Прям куча. По колено воды. А сегодня пришел хоть в маленьких коротких сапогах можно было добраться. И каждым годом все хуже и хуже весна. Сколько труда вложил и не знаю. Ну, сейчас солнце сядет, может, кряхи будут летать на вечерней зорьке. Солнце еще высоко. С запасом времени пришел, чтобы замаскироваться там, расставить чучела, все это дело сделать.
немножко ремонтировал. Весной я вам показывал, по насту еще сюда приезжал. Ну а так, в принципе, терпимо, все нормально. Крыша, конечно, уже все. Капец. Доски сгнили. Ну, что есть. Положу. Хотел рубероид принести, а ничего не принес. А и не нужен. Думаю. Так, пускай пока будет. Все. Да тут, ребят, уже гнездо готовое. Тряса-гуска постаралась. Вот тут была. Сейчас пока вынесу вон туда на улицу. Потом завтра обратно занесу. Хотел расчехлить ружье. Ну, пока осторожно так. Но он, конечно, заготовил, блин. Вот такое вот гнездо. Это свежее. В этом году уже собрали. Вот тут пока оставлю. Потом уже завтра разберемся. Поставил чучела. Вот тут. Ни одного выстрела нет. Вообще ноль. Капец. Вот теперь все, ребят. Я замаскировался. Вот так выглядит. Такие окошечко для стрельбы. Вот. Лишние сучья вот так убираю. Можно вот сюда стрелять. Вот так и здесь. Ну и также сверху можно все это откинуть и вдогонку, если что там в лед. Вот так. Ждем, в засаде сидим. Здесь для 2 человек можно, там место есть. 2 человекам посидеть. Я один, вот тут у меня дрова в мешке, сухие дрова. Патронтаж. Этот патронтаж, наверное, уже года 3 не могу дострелять. Вообще. В прошлом году такая же картина была. Вообще весна такая. Ну и рюкзак тут. Там печка. Печку вот сюда поставлю. И уже ночью буду затапливать. Вот тут одна доска вообще сгнила. Сейчас подложил. Пока так. Ну, в общем, шалаш этот гниет. И в дальнейшем, если весна каждым годом также ранее становится, охота поздно открывают, и смысла я не вижу больше, чтобы вот здесь ремонтировать и охотиться. Если уж так пойдет, то лучше в любом месте просто масс-сетку поставить и посидеть. Мне подписчик выслал, позапрошлом году уже, наверное, еще не использовал. Там чучела и также масс-сетка. Вообще такой подарок. Спасибо подписчику. Вот, к сожалению, уже имя, отчество не помню, просто забыл. Но все равно, если смотрит, я всегда добрым словом таких подписчиков вспоминаю. Никогда не забываю. Такие подгоны, блин, дорогие. Это никогда не забыть. А сейчас пока в шалаше. Сегодня точно в шалаше еще побудем. В будущем году, даже осенью, наверное, я косить уже не стану здесь. Что-то настроение упало насчет болота, охота на болоте. Это бестолковое занятие. Весенняя охота. Даже вот в этом году взял путевку с тем расчетом, что вот я здесь как бы шалаш делал. Не шалаш, а площадку, искусственный водоем, который уже высох тоже. И хоть разок, думаю, надо сходить. Вот. Даже птиц мало совсем. Реально вот. Слышите?
Где-то один-два кулика и все. Бывает оглушительно много их тут. Особенно вечером. А так природа классная. Но птиц мало. Что-то происходит непонятное, пока не могу сказать что. Но обещают еще морозы, может. Да не должно. Это как бы еще холоднее бывало. Утки подлетали. Нигде не стреляют. Ни на речке, ни на болотах, ни на озерах. Реально вообще не стреляют. Вон там кряк вылетает. Оттуда туда полетел, потом обратно. Самец. Кроме этого еще одна утка полетела. Также вон туда. Птица. Думаю, ребят, пора заканчивать вечернюю зорьку. Все уже стемнело. Еще если вот так в ту сторону смотреть более-менее, еще увидишь, как пролетят утки. А с тыльной стороны уже все не видать. Только звук с крыльев слышно еще. Сейчас, короче, затапливаю печку, буду греться, чай попью. И будем уже ждать утренней зарьки. Так. Всяко разные вот эти кулики летают, мелкие. Один косяк гусей еще увидел. И все. Затопил печку. Загорелась вон там она. Береста. Короче, взял с собой, ребята, пауэрбанк с таким светильником, который не хочет работать. Не знаю от чего, почему, но он не горит. К сожалению, так что освещение так себе будет. Это у меня столик. Так, гвозди. Как же зацепить-то этот? Одной рукой не получается. Вот так вот. Вот и все. Столик готов. Так, ну вот, ребят. Освещение чуть-чуть, конечно, не очень хорошее, но получается. 2 яйца взял еще, хлеб, термос. Так, очки пока не нужны. Взял Ролтон, но он мне нужен. Вообще аппетита нету. Что-то я плотно поужинал дома и даже изжога какая-то непонятная. Раньше такого не было, что изжога-то мучала или еще. Странно. Конфеты, сахар. Подушечные конфеты. Что еще хотел? Кружку. Чай пока кипятить не стану, в принципе. Ну вот. Щели кругом. Но сейчас от печи тепло будет.
Есть. В общем, что сказать, ребят, насчет сегодняшней вечерней охоты. За вечер, ну, одни и те же утки, наверное, летали, примерно штук 10, наверное, получилось, что я видел. Один раз подлетали, я даже не слышал, как садилась утка. Чуть левее от шалаша там сидела одна утка. Вот. И второй раз еще правее садились. Потом кряквы пару раз где-то стороной пролетели. И чирки, еще пара чирков. Все, больше не было никаких уток. Было еще одна стая гусей пролетела. И даже как-то они спикировали. Думал, где-то сядут. Ну, наверное, они дальше полетели. Я имею в виду, болото здесь большое, а там за дорогой еще охотники сидят, но что-то без выстрела. Наверное, гуси пролетели мимо стороной. Вот. Еще садилась какая-то птица. Сейчас вот он, если бы я не видел, я бы удивился, что за звук. Какой-то вот, как будто действительно бык мычит. Как-то вот, я не знаю, странная птица с размером, ну, может, чуть больше кулика. И прям недалеко, 100 метров, наверное, от шалаша сидела и там, по-своему как-то мычала, кричала она. И потом он взлетел, эта птица взлетела и улетела дальше, вот где-то за дорогу, там на большое болото. И там он до сих пор еще мычит. Странно как-то. Первый раз такое вот. Ну, в прошлом году я тоже слышал этот звук. Даже думал, что за как-то, я не знаю. Я не знаю, с чем сравнить. Надо в интернете посмотреть и узнать. Вот. Пару раз слышал выстрелы, тоже раз 5, наверное, за вечер стреляли. И все. Вот. Ну, в принципе, показываю яйцо. На вечер у меня здесь сразу тепло стало от печи идти. Прям хорошо стало. Пленка есть, можно еще тут щель закрыть, чтобы меньше продувало. И уже, может, прямо эфир сейчас зайду, поболтаю, пока фонарик горит. И буду отдыхать часик, просто лежа тут полежу. Там посмотрим, что завтра будет, ребят. Поглядим на утренние зорьки. Может, что-то и повезет. Вот. Но сегодня вот я здесь буду, и больше уже в эту весну сюда я не приду. Все. А в дальнейшем посмотрим. Что-то я вообще разочарован этой охотой весенней. И посмотрим, ребят. Но скажу сразу, что в дальнейшем, если такая весна будет, я охотиться весной не стану. Все. Заброшу я весеннюю охоту полностью и буду только охотиться осенью. Потому что оплачиваешь лицензию, что-то подготавливаешься. Результат такой, что, ну, я не знаю, лучше уж дома быть. Или же просто поход сходить куда-то, но не охотиться на уток. Когда так проходит охота, у меня настроения вообще нету, чтобы дальше охотиться. Ладно, давайте сейчас уже встретимся
как будет расцветать. Сейчас я буду греться. Здесь тепло, хорошо. И буду отдыхать. Короче, уже расцветает. Тут свинья сидит где-то. Не знаю, как дверь открыть или что. Вон, вижу, плавает. Вижу, ребят. Все, открыл крышу. Сейчас буду уже наблюдать. Тут сидел этот свияз, самец один. Видел, короче, я его. Вижу. Стрелять неудобно. И дверь открылась, и он взлетел. Вдогонку выстрелил и промахнулся. Вот так бывает. Он как бы сидел, я его вижу, тень. Но он не на самой воде был, а вот там небольшой островок из травы. Он там кормился. Короче, улетел, промазал. И когда еще после первого выстрела я стукнулся вот в этот косяк. Задержка такая небольшая была. Расстояние хорошее было, но я не попал. Вот так стою, жду. Печка топится, тепло идет. Сегодня ночью, кроме этого свияжа, еще кряква сидела. Подлетела, села. И слышал, как он кричал, там сидел. А взлета не услышал. Ну, я не засыпал так, просто лежал. Где-то часик. Не стреляют. Тишина. Ну, расцветает потихоньку. Ребят, пока вот сижу там возле опушки леса. Ну, в той стороне. Два чирка там туда-сюда. Летали один раз, я их видел. И еще один вот тут. Кряква вот здесь пролетела. Даже сюда не смотрят. Вот сейчас пусть догорит этот дрова, что и в печи. И буду собираться. Бесполезно сидеть. Уток нет. И вообще не стреляют нигде. Ни на реке, ни на болоте, нигде. Пустота. Да, без печки прохладно. Подмораживает чуть-чуть.
Вот так и проходит утренняя зорька. Вот смотрите, ребят, чучела. Весь в вине. В шалаше тепло. Возле печи. А вон как подморозило. Ну я собрал все чучела, все. Надоело стоять тут. Уток нет. Нигде не стреляют даже. За утро один выстрел только слышал. Сейчас соберусь и пойдем потихоньку. Тут возле печи, как ни крути, тепло. Ладно, сейчас чай еще с термоса попью. Ничего не съел сегодня. Ничего не надо. Пол-литра хватило даже чая. Термос пол-литровый. Так, это не надо. Тоже не надо. Это надо. В этом сезоне, ребят, такую охоту и ждал, или я не знаю, думал, что так будет. Потому что первоначально уже как бы сколько раз уже я ходил к реке на будни Олега, я вам показывал, озвучивал, что вот на берегу сижу, разговариваю где-то полчаса там. И за это время ни одной утки я у реки не видел никогда. В редком случае только там. И это уже говорит о том, что птиц нету. А когда она есть, вот ты пойдешь к реке, увидишь там одна улетит, там, партия. А в этом году я партию птиц я вообще не видел, уток. Несколько партий только видел, гуси летели и все. Вот так. Такая весна. И вот знаете, вот когда я по Насту приезжал, также вам озвучивал, что посмотрим, какая будет весна. Вот такая получилась. Не, больше сейчас уже. В этом сезоне точно не приду сюда. Шабаш. Один раз вот хотел и посмотрел. Вот. Чучела убрал. В принципе. Так кажется, что воды много, но, ребят, это не вода. Вода это когда вот это все, вот эта трава под водой полностью. Я имею в виду, что скошено. Вот это все просто как будто огромное озеро. А там вот не скошенная трава, это, конечно, так и есть. Местами так более-менее еще больше лужи, но в основном трава там видна. А здесь вот где скошено, то здесь должно быть такой вот пруд. Но этого нету. Съесть вон там, вот если взять, вот вон там сидел. Там два островка вот таких небольших. Не тот остров, где уже деревья начинаются, а нет, вон там. Буквально 30 метров от меня. И на острове он там сперва плавал, потом залез на остров и там уже начал ходить. Я его видел и в то же время как бы немножко, как сказать, не решался выстрелить.
пока там думал, там-сям, и у меня дверь сорвался, и открылась, и он взлетел. Вот так вот получилось. Один шанс был, и то как-то... В общем, до сих пор он летит еще. Ну, печка догорает, там немножко осталось. Потом вынесу, наверное. Или черпану воду кружкой, да, полью. Надо потушить, а эта труба уже, наверное, ну, горячая еще. Не терпит рука. Жар, достаточно жара еще. Там немножко осталось. Вот так, ребята. Пока охота открыта, конечно, если куда я поеду, скажем, на первую избу или на вторую избу, я ружье еще буду брать с собой. Ну, еще есть шанс. Я всегда до последнего буду надеяться, что еще будет какая-то утка или вальшнеп, там как повезет. Последний штрих. Это гнездо в целости, сохранности. Занесем. Уверен, они гнездо не оставят. Тут. Вот. Ну все. Пусть размножаются. Мы уже собрались. В общем, все доски сюда сложил. Это крыша. И буду уже уходить. Так. Одной рукой не получится закрыть, наверное. Желательно надо бы как-то. Ага. Все получилось. Так. Вот он, птица, как мычит, капец. А сегодня ночью вот сюда, вечером, ну от меня буквально до 100 метров садился. И так громко он мычит, рядом сидит. Капец. Потом он прилетел туда, там всю ночь почти сидел. К утру он прилетел, где вот солнце встает, в той стороне уже. Сейчас уже он там. И уверен, рано или поздно опять сюда прилетит. Это птица. А как бык настоящий кричит. Реально. Ну все. Погнал я. Буду выходить. Хватит. В планах у меня было в этом сезоне построить сюда новый шалаш. Вот тут. Место уже выбрал. Утку в основном тут садятся, и вечерняя зорька, вот все хорошо видно. А связь вот здесь вот сидел сегодня. Вот тут. На этом островке, маленький остров. А крякал где-то вон там. Вот везде трава, сколько травы. А здесь скосил, и хоть какая-то вода есть. Я уже почти дошел. Там немножко осталось до реки. Прошел, ребят, через гараж, как всегда. На смартфон записал видео. На второй мой свой канал. Будни Олега называется. Также
можете найти в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте. Вот, где хочется, там можете посмотреть. Будни Олега. Вот. И пока вот шел от шалаша, ну где-то минут 40. И с этими разговорами, там, со съемками, мне где-то час времени ушло. И за час времени ни одного выстрела не было. Вообще ноль. Ни одного. Вот так вот. Что? Уток нет, значит. Поэтому и не стреляют. Тут я зимой на буране езжу. Немножко кусты обрубил. Более-менее как-то хорошо ходить. А зимой вообще великолепно ездить. Лучше, чем по наледи там, по реке. Там зеленая лодка вчера стояла. И да, сейчас должна стоять. Там тоже охотники на болото ушли. Вот. А я уже вернулся. Хватит. Нагулялся достаточно. Вот. Сейчас перейду на берег, лодку чуть-чуть выше наставлю. О, у меня там стояла. Или можно, в принципе, и там оставить также. Уровень воды не прибавилось. Свиясь. Один. Не знаю, где он. Викнул и в общем одиночка где-то летает. Вот так. Ну, примерно такое кино получилось. Примерно такая охота. Но охота еще не закрылась, так что, может быть, даже и вы еще увидите весеннюю охоту. А на сегодня все. Всем пока и до новых встреч. Спасибо вам за ваш просмотр. Возможно, еще уровень чуть-чуть будет держаться или поднимется. Вон сколько пены. Где-то прорвало, блин.